На одном из своих рабочих совещаний с Кабинетом министров президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что им подписан указ об ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции на территории Чеченской Республики. Свое решение глава региона объяснил тем, что в республике в последнее время увеличился рост преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, наиболее распространенными преступлениями являются вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии, которое влечет за собой многочисленные жертвы среди населения, а также рост бытового пьянства, заканчивающийся в ряде случаев убийствами. По мнению Рамзана Кадырова, принятые меры и ограничения эти несут предупредительные меры по сохранению морально-нравственных устоев общества, культуры, традиций и обычаев чеченского народа. Вопрос о необходимости борьбы с высокой аварийностью на трассах Чеченской Республики руководством поднимался неоднократно. В одном из своих выступлений Рамзан Кадыров приравнял пьяного водителя за рулем автомашины к террористу, заявив, что и тот, и другой убивают людей. Для борьбы с нарушителями правил дорожного движения автомагистрали в Чеченской Республике планируется оснастить специальными приборами «Визирь», которые могут фиксировать любые нарушения на трассах, как в дневное, так и в ночное время. Только в городе Грозный будет установлено 58 подобных камер видеонаблюдения. Именно в городах и поселках происходит практически 2/3 всех дорожно-транспортных происшествий. Новое устройство не только мгновенно фиксирует любую ошибку со стороны водителей, но и дает возможность сфотографировать нарушителя. По данным Управления госавтоинспекции, в 2008 году в нашей республике зарегистрировано 342 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 199 человек погибли и 481 травмирован. Однако статистика аварийности по вине пьяных водителей в прошлом году была намного ниже, чем в 2007. По вине нетрезвых водителей было совершено аварий на 71% меньше, чем в 2007. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 1700 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Страшно даже подумать, что могло произойти, если бы пьяных водителей вовремя не остановили. Тем не менее, несмотря на улучшившуюся ситуацию на дорогах, прогнозы в отношении выпивших водителей до сих пор остаются неутешительными. И чтобы бороться с этим злом, по мнению местных властей, нужна только целенаправленная, комплексная, грамотная политика и совместные усилия всех заинтересованных ведомств, которые позволят кардинальным образом преломить ситуацию с аварийностью. Ежегодно Россия теряет около 30 тысяч человек исключительно по причине дорожно-транспортных происшествий, значительная доля которых ложится на тех, кто сел за руль в состоянии опьянения. Чеченская республика не одинока в своей беде. Россия давно ассоциируется в глазах иностранцев с горячительными напитками, которые употребляются в стране в неимоверных объемах. В последнее время российские суды едва ли не каждый день рассматривают громкие дела об автомобильных авариях, которые случились по вине пьяных водителей. Поэтому вопрос об усилении уголовной ответственности за такого рода преступления остается одним из актуальных у представителей российских властей. Количество дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на дорогах все равно закритичное, запредельное для любой страны. Результатами проверки, которые проводило контрольное управление президента, они эти результаты показывают. Организацией дорожного движения на межмуниципальных, на муниципальных дорогах фактически не занимается никто. 28 января на одном из первых после новогодних торжеств заседаний депутаты Государственной Думы объявили бой пьянства на дорогах. Они приняли соответствующий проект сразу во втором и третьем чтениях. Законопроект об усилении ответственности за преступление, совершенное пьяным водителем, был принят единогласно. Алкоголь и наркотики для водителя с того дня стали прямым путем на тюремные нары. Если сбить человек, водителя посадят на 3 года. Еще 3 года он не сможет управлять транспортным средством. Если человек в дорожно-транспортном происшествии погиб, лишение свободы увеличивается до 7 лет. Если погибли несколько человек, до 9 лет тюрьмы. Нестандартный способ борьбы с пьянством на дорогах не так давно придумали и в Бельгии, в стране, которая занимает первое место в мире по производству пива по расчете на одного человека. Парламент собирается пойти на радикальные меры, призвав на помощь технический прогресс. Машины тех, кого уже задерживали за вождением в трезвом виде, принудительно оборудуют алкозамками. Согласно законопроекту, представленному в Сенат, в случае повторного задержания нетрезвого водителя, нарушителю в машину устанавливается по решению судьи специальный прибор алкозамок стоимостью 1500 евро, естественно, за счет нарушителя. С таким прибором выпивший водитель ни за что не сможет завести свою машину. Электроника просто блокирует ее. В Чеченской Республике
тоже придумали свой метод, который основывается на ментальности народа. После жесткой критики Рамзана Кадырова в адрес пьющих за рулем, являющихся потенциальной угрозой для общества, было принято решение обнародовать имена попавшихся водителей. Имена и фамилии нарушителей правил дорожного движения, а также водителей, задержанных за вождение в нетрезвом состоянии, с подачи религиозных деятелей республики будут оглашаться на пятничных молитвах, а затем вывешиваться на специальных стендах у мечетей. Я вам скажу так, что религия здесь может иметь существенное, очень большое значение. Возвращение к религиозным корням, возвращение к Аллаху и понимание того, что очень многое в поведении человека зависит от его душевного состояния, как раз и способствует тому, что человек осознанно относится к своим проблемам и пытается из них избавиться. И в нашем случае мы здесь пытаемся использовать такие методы вовлечения или возвращения наших больных к своим религиозным корням. Мы возим наших больных на пятничные молитвы мечети и сами вместе с ними ездим. Таким образом, мы используем эти методы тоже. Хотя, конечно, здесь очень много зависит от установки самих больных. Народ должен знать тех, кто злостно нарушает законы, представляет опасность для окружающих. Подобная мера введена в регионе совсем недавно, и существует большой процент вероятности, что она окажется действенной. Чеченский народ всегда чтил свою культуру, обычаи и традиции, а потому следит за поведением своих родственников. Если кто-то нарушил закон или обычай, то пятно позора может лечь на всю родню. Но нет у нас ни в обычаях, ни в традициях, ни застолья, ничего, которое могло быть сопряжено с необходимостью употреблять спиртные напитки. С другой стороны, закон не запрещает употребление алкоголя. И мы, медики, в первую очередь, и педагоги, и врачи, должны разъяснять людям пагубность употребления даже малых доз спиртных напитков. А то, что касается обилия нарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, или вызванных тем, что люди оказались в состоянии опьянения и совершали тех поступков, которые они не совершили бы, если бы они были в трезвом состоянии, этих случаев очень много. Однако на борьбу с злостным автонарушителем теперь в республике борются и современными техническими средствами. Не так давно чеченское ГАИ обзавелось специальными радарами и видеофиксаторами нарушений правил дорожного движения. С помощью устройств видеонаблюдения заметно снижается число дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что камеры видеонаблюдения уже на днях будут установлены на улицах Грозного в целях соблюдения общественного порядка. В первую очередь такая мера станет сдерживающим фактором для нарушителей общественного порядка, что уменьшит в первую очередь количество административных правонарушений граждан. Однако лихачам и другим нарушителям из числа водителей от этих видеокамер уже не скрыться.